Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – тайное, скрытое за вами. Что тайного скрывается за вами? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Веда Скара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь, что вас окружает, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать мы будем сегодня на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Так выглядит данная колода. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте, думайте только о себе. Мы посмотрим, кто пришел на расклад. Кто вы, ваш портрет. Вот сама вы. Здесь показывают активную, молодую особу или женщина. Выглядит молодо. Здесь в ней очень много энергии. Просто поток льется энергии. Активность, белка в колесе. Такая женщина можете выглядеть молодо, моложе своих лет, лучше выглядеть своих сверстниц. И скорее всего, еще могут даже засматриваться на вас мужчины, женщины тоже. Женщины смотрят на вас, видят вас, но я и говорю, вот как хотела сказать, дьяволицу. Та, которая манкая для мужчин, но у вас еще ваши слова, это вот знаете, как острый перец. Иногда вы можете на самом деле наступить кому-то на язык, закрыть рот. Вы еще человек такой, который не позволит переходить рамки или выше дозволенного. У вас есть и чутье, у вас есть и проницательность, и у вас есть талант, кому какой подход. Дьявол же. Вы умеете к себе привязывать, и от вас очень тяжело отцепиться. Вот именно. Хотя вам уже это и не надо бывает, но от вас тяжело отцепиться, или о вас потом... Вас тяжело забыть. Очень долго о вас думается. У вас могут быть тяжелые расставания. У вас могут быть то, когда, знаете, вы в отношениях, но на вас еще смотрят или знакомятся тоже со стороны. Вот так могло быть. Показывают еще, что жизнь не останавливается. Вы вот как будто чувствуете, что я только начала жизнь, или я только на полпути. Есть какие-то еще вперед стремления, цели. Вы не хотите в чем-то останавливаться. Да, грядут перемены, дорогие. У вас грядут большие перемены. Ну, вы дьявол, вы можете, в принципе, все. Есть у вас такая харизма, которая, вот это как волшебство какое-то, да, притягивает людей и нужных людей. Иногда в вашей жизни были ненужные люди, но это люди были лишь только вот как уроки, давали вам уроки. Благодаря им вы многое что для себя осознали, поняли. Кого-то вы перечеркнули вообще, убрали из своей жизни. Надежная вы, любите, склонны к накопительству, любите вы шопинги, вообще покупки. Знаете, любите вы тратить деньги. Но вы также человек, склонный и откладывать, экономить. Здесь, я вам скажу, двояко. Здесь сидят и женщины, которые могут говорить о том, что вот сколько я не пошел, мне не хватает. Оно вот как с рук вываливаются эти деньги, не удерживаются, не с чего. Да? Или же здесь вот наоборот человек еще такой, может быть, растратчик. Очень хороший растратчик.
Нравится вам ходить в магазины. Да вам просто нравится вообще по дьяволу все, что красивое, все, что привлекает вашему вниманию глаз. Даже вы в магазин заходите, вот как в некий музей, потрогать, пощупать, посмотреть, понюхать и так далее. Любите вы жить хорошо, любите, знаете, у вас есть цель определенно позаботиться о чем-то наперед уже сейчас, чтобы потом не беспокоиться, например, в старости, да, или же подготовить для себя почву для безопасности, то есть соломку подстелить под попу. В то же время еще есть такое, что хочу все успеть и сразу. Вы, кстати, человек, я говорю, вы иногда делаете, бывает, поспешные выводы, или же вы очень сильно, бывает, спешите, что даже упускаете какие-то возможности, хотя вы вообще человек возможностей. Женщина талантлива, может быть, или женщина еще такая, дьявол, да, и Паш жезлов. Это говорит о том, что вы, вот нельзя вас остановить, и вы непредсказуемы. Нельзя заранее подумать, как вы себя поведете в той или иной ситуации. Людям остается только догадываться, но опять-таки под сомнениями. Вот. Так вот. Я вам скажу, вообще вы человек определенно, который имеет, может, и несколько целей, несколько задач. Можете перед собой ставить и к ним же идти и делать там, там и там. Определенно, много энергии. Даже могут вам говорить, что вы неиссякаемый источник, или вы не подстареете. У вас еще вся жизнь впереди, да, вам уже, может быть, и за 60, да, все думают, что вы такая молодая, у вас еще вся жизнь впереди. Ну а что, бывает, кто-то из 60 начинает. Так. Новатор вы. Вы всегда придумываете какие-то идеи из воздуха и воплощаете их в жизнь, реализуете их. А что-то есть у вас еще в закромах, это вот как в черновиках, да, потом. Что-то вы хотите исполнить в своей жизни, но вот пока только решаетесь или к этому подготавливаетесь, может, думаете об этом. Так, хорошо. Если проигрывает портрет, едем дальше. Что же тайного скрыто за вами? Сейчас думайте только о себе, никого не загадывайте, просто смотрите. Что же тайного? Злость мужчины. Знаете, он скрывает эту злость. Тут уже просто кипит. Может тут даже идти о зависти какой-то. Что у вас-то получается, вы его, вот тут идет информация из потока, что вы его, вот как он может считать, что вы у него что-то взяли, и сейчас довольствуетесь, живете. Да, чувства взяли, время взяли, деньги взяли, ресурсы взяли, что-то взяли, и сейчас довольствуетесь, наслаждаетесь этой жизнью. Вы знаете, еще мужчина может думать, какой бы крах не был у вас, вы быстренько вылазите из этого. Показывает это человек семейный. Вы знаете, я вам скажу, здесь бывшие отношения. Это бывший мужчина. Но вам он не нужен, вы наслаждаетесь жизнью здесь и сейчас, в моменте. Вам уже не надо, это прошлое. Там уже в прошлом, да, черные поры вот эти остались. Вам не хочется туда возвращаться, вы понимаете, что это бесполезно или же бестолково. То не будет ничего, человек не поменяется, да, или же есть какие-то претензии к этому человеку. Но здесь может идти речь о детях, о семье. Также мужчина не хочет, чтобы вы шли в будущее с кем-то. Или же, да, у мужчины вот гвоздь внутри, что у вас кто-то есть. Больно, неприятно, злость, ненависть, зависть. Здесь все в совокупности, и у мужчины складывается впечатление,
Но это поганое впечатление. И что пока вы были с ним, у вас уже тот, с кем вы сейчас, был заранее. Вы даже можете быть одна, но мужчина вот просто четко представляет, что у вас кто-то есть или вы с кем-то ушли. Или кого-то скрывали. Кстати, я вам еще одну вещь скажу, что когда вы были в отношениях с этим мужчиной, мужчина скрывал очень много чего от вас. Здесь за задом черные пары. Да, это в первую очередь, говорит, однозначно были какие-то тайны, что-то недоговорено, скрыто. Человек не хотел проиграть. Это человек, который привык быть всегда победителем или держать все в своих руках. Вот вы под контролем, да, у него, а он свои секретики в шкафчике скрывает, да, чтобы вы не видели, не надо вам знать. То есть он что-то может даже вытворять, вот слово вытворять, а вы нет, вы нельзя вам нельзя такое делать. А тут почему получается, это он тогда думает, что вы что-то забрали, а здесь именно момент идет вот как расплаты за то, что человек не был честен с вами. Здесь идет по любви, по чувствам. Здесь человек еще имел какие-то отношения. Здесь человек... Не только здесь отношения могли быть, здесь тоже что-то вот в тайне именно имеется в виду не только любовница, отношения или кто-то ему, может, и нравился. Да, здесь человек, может, даже стоял как перед выбором или делился чувствами 50 на 50, но не получалось. Да, человек даже, может, психовал. Вы могли человека в отношениях видеть к себе, да, с таким отношением, как... хуже стал относиться, грубо стал с вами относиться, вот как будто вас не любит. И вот в этот момент как раз-таки это говорило о том, что у вас, вернее, у него кто-то был. Когда человек, потому что не мог разорваться на две части, да, у мужчины были какие-то определенные или чувства к кому-то, но человек здесь уже понял, когда потерял вас, что не нужно было. Но здесь нету сожаления в плане, не сожаления, а имею в виду раскаяния с его стороны. Здесь нет стыда. Вот что самое интересное. Поэтому здесь появляется правосудие. Вот так ему. Вот слово сюда и прямо идет. Так вот так ему. Да, человек получил по ребрам, вот так хочется сказать. У человека что-то отняли. Здесь показывает, кстати, какое-то психоэмоциональное неустойчивое состояние у мужчины сейчас. Проходит какие-то трансформации у человека в жизни. Не поменяется, пока до него что-то не дойдет, или пока он, вы знаете, вот это вот, я как и говорю, нету стыда, ни совести, пока он не осознается в чем-то искренне, хотя бы даже перед собой. Вот так. Он лучше будет сидеть и злиться. Ну, пусть ему так. Вот. Давайте еще посмотрим, что же тайного скрыто за вашей спиной. Опять этот мужчина выходит. Но здесь не только может он. Сейчас мы еще доложим, посмотрим. Тут у человека, знаете, вот какой-то, на самом деле... Знаете, почему он еще раз выходит? Да. Здесь еще пока не заканчивается на нем. Здесь вот как раз момент того, что он ходил под влиянием, магическим влиянием какого-то мужчины. То есть на него влиял какой-то мужчина. Мужчина, знаете, они в чем-то одинаково шли. Представьте, беговая дорожка, и бегут одинаково, да, два, за финишную вот эту вот. Абы кто-то первее пришел. И вот этот кто-то на него негативно влиял.
Я сначала подумала, что это женщина, но здесь вышел конкретно мужчина, который, повлияв на него именно магически, остановил его ход событий и обогнал его в чем-то. Да, мужчина какой-то, может, дружбан его или кто, выиграл, используя. Но в то же время здесь и бумеранг идет. Здесь карта смерти выходит. Здесь сейчас уже вы может замечать или через кого-то узнавать информацию, что у человека все на самом деле не так-то и хорошо, особенно по его здоровью. Здесь опять говорю, психоэмоциональное состояние неустойчивое, не в порядке. Здесь человек может вспыливать вот просто как, да, зажигаться как спичка. Не в порядке. Человек не понимает, откуда ветер дует. Он обвиняет в этом вас. Будет с вами как-то пытаться расквитаться. Да. Я вижу, у вас блок стоит. Вы закрыты. У вас не просто блок, у вас скорее защита какая-то стоит. Может быть, вы молитесь, может быть, вы обращаетесь, работаете с аффирмациями или обращаетесь к святым. Да, или просто защита. Здесь обратно будет все возвращаться. Вот зря ты этот, дружок, затеял мстить. Зря ты руку поднимаешь. Тут добром это дело не закончится. Здесь еще поможет вот смотрите, человек поднимает меч, от которого сам и погибнет. Во-первых, подняв его на вас, вы здесь не являетесь виновной вообще этого концерта. Да, человек погибает. Но погибает в том плане, что идет бумеранг, то есть обратно к нему. Да, и здесь еще второе — это влияние мужчины, именно магическими какими-то способами. Да, мужчины тоже обращаются к магии. У вас сохранение идет, сохранение вас, то есть вас оберегли или вам кто-то помог, да, например, могли святые, угодники или молитвы, защита помочь, вот именно защищая вас. Здесь показывают у вас наоборот восполнение от чего-то утерянного. Вы наоборот в тех отношениях потеряли, да, и здесь скорее всего просчитывается, мужчина врет, он не прав, что это вы что-то взяли у него. Так. Он хочет, да, в чем-то разобраться по отношению к вам, но он даже не добежит, понимаете, не успеет. Как вот подскользнется и упадет, сломает ребра. Ну, это так образно говорю, то есть человек, да, будет пытаться что-то вам или доказать, или вот вернуться, напомнить о себе, какой он прекрасный. Так. Что еще тайного скрыто за вами? Тут я вам скажу, что кто-то за вами ходит, наблюдает, мужчина опять какой-то, да, но другой какой-то мужчина, испытывая к вам какие-то эмоции, но вы не проявляете с ее сторону. Вам человек не интересен. Человек может быть или с работы, или человек, который идет на какое-то повышение. Здесь может быть скорее материальный рост, да, именно когда он переход именно тут идет из рыцаря в короля. Мужчиной становится, но вы на него не обращаете внимания, ему от этого или неприятно, или человек испытывает какие-то тоже нервозные эмоции, то, что вы не одобряете его как мужчину или не обращаете на него внимания вовсе. Так. У него есть женщина. Эта женщина ему даст шандарей. Да, то есть получит он от этой женщины. Скоро ждите. Что-то она узнает, вскроется. Женщина не глупая, женщина мудрая. Человек такой, мужчина, неверный. Тут нету... Знаете, вот такое отношение,
Наслаждение чувств вот для него играет первое. Не какая-то вот серьезное отношение, там, любовь или вообще, что отношения строятся на доверии. Тут человек готов легко, вообще даже без стыда тоже обмануть. Но здесь скоро об этом что там вскроется, да, что человек, например, проглядывает даже, да, ваши фотографии, и она его за этим настигнет, поймает. Вот какая-то правда и перед ней вскроется, ей на что-то откроют именно глаза. Вот, или вообще на женщин в целом. Человеку не хватает любви, и ему кажется, что его женщина очень холодная с ним, и поэтому человек пытается искать где-то в толпе кого-то, да, кто его полюбит. Вот обращение внимания на вас. Здесь какие-то потаенные желания, именно человек испытывает какие-то эмоции, но человек здесь неверный, да, вам он тоже не нужен. Да, вы его, походу, и уже отсекли. Или сказали что-то, или вот как-то дали понять, что ты мне не интересен. Может быть, человек намекал даже об этом, но у вас здесь вот показывает вообще другая линия, не сходна с этим человеком, то есть ваши линии по разную сторону. Ну вот просто имейте в виду, да, что за вами наблюдает мужчина. Мужчина, женатый мужчина. Вот так, у которого, кстати, и не там, и не сям, да, скоро будет у него тартарары. Вот по башне, да, все, развал отношений, потому что его женщина узнает о чем-то, что он, да, по отношению к ней неверный. Скорее, может быть, и вы тоже об этом узнаете, что кто-то с кем-то разошелся. Это может быть и даже с работы или с коллектива мужчина. Не обязательно у кого-то проиграется именно так. Так, смотрим дальше. Тайное, скрытое за вами. Что там тайного скрыто за вами? Правосудие. Сколько здесь любви, сколько здесь просмотров. За вами очень много наблюдают людей, показывают разных. Женщины, мужчины, молодые. Знаете, тут тыкают фотки или вот под пальцем показывают на вас. В общем целом, да, то, что здесь кто-то определенно тоже есть, кто испытывает какую-то злость именно. Такая реакция на вас недовольная. Я даже не знаю, как эту реакцию назвать, просто какое-то неприятное. Вот он смотрит на фото и вот говорит, мне она неприятна. Причем это совершенно молодой тип. Может, даже это ребенок. Это может быть девочка, это может быть мальчик. Вы неприятные. Но понимают, что вы женщина замужняя или при отношениях в браке. С кем-то живете. Мужчина здесь выходит около вас. Это может быть даже прошлый брак у кого-то здесь проиграется. Вот у вас мужчина, а у мужчины от прошлого брака дети. Здесь могут, да, вот как за столом сидеть, обговаривать, обмывать косточки. Да, все что-то у них не пройдет. Вот почему-то информация идет, все что-то вот у них не пройдет. Вот вы вообще тема дня прям какая-то. Хотя, может быть, уже много чего утекло, много уже что прошло, но нет. Дайте-ка вас вспомним-ка, кто там вы были, да, и вот неприятно.
У вас также может, у кого-то здесь может также проиграться, что кто один здесь из прошлого, кто-то может на вас тыкать пальцем, показывать. Но это молодые, это что-то такое или детское, да, или вот незрелые люди, или реально это какие-то дети, да, подростки. Ну да, здесь какая-то вот подростковость идет, или люди такие, такого возраста, как будто бы подросткового. Но видят вас именно в ресурсе, именно такая женщина-добытчица или женщина, которая, вот, знаете, идет к своим каким-то целям или улучшилась намного. Это они замечают. Но от этого аж неприятно тоже может быть, что у вас все намного лучше или что вы цветете и пахнете. Кстати, здесь кто-то пахнет. Пахнет, прям духи, может быть, любите. Духаритесь постоянно. Сладкие могут быть запахи. Здесь такие слова идут в ваш адрес. Ой, что вы такая шарлатанка, ведьма. Знаете, пользуйтесь магией какой-то, притягивайте к себе сердца мужчин. Пользуйтесь магией ради привлечения к себе мужчин. Или же, вы знаете, ритуалов-то полно, но вот у вас любимый ритуал, как будто бы говорят, что привлекать к себе мужчин или привязывать их. Здесь, кстати, и женщина есть. Знаете, которая подускивает вот этим незрелым или незрелому человеку. Она говорит, сколько вам не давай, вам мало. У вас и так все неплохо, да, а вам сколько не давай, вам мало. Но вы вообще потребитель, материалистка и злая женщина. Да, манипуляторша. Пользуйтесь чужими благами. Что-то мне сюда вот слово свекровь, конечно, но что-то такое, это вот идет прям в большинстве, скорее всего, у кого-то проиграется, что вот это из вашего бывшего, из его семьи кто-то вами очень сильно недоволен. Перетирают косточки по сей день, да, о вашей какой-то ресурсности, о том, что вы не цените жадное в... скупая, или все обобряла у моего, или у нас. Вот так. Так, что еще? Да, вас обсуждают, значит, у вас все хорошо. Самое главное, что есть защита. Тайна, скрытая за вами. Тайна, скрытая за вами. Вот смотрите, что-то, да, уход от чего-то, потери чего-то, переживания о чем-то потерянном тоже могут быть. Опа, найдете вы это или вернется вам еще больше. Ну, вы, может быть, уже и не ждали это найти, но вы это найдете, то, что вы ценили. Также здесь еще идет момент, что вы что-то потеряли, вы об этом жалели, но потом отпустили. И вот когда вы это отпустили, переживали за это, да. Финансы, любовь, здесь все, кстати, в одном ключе. Но вы, когда вы это отпустили, вы пошли дальше. Вы не склонили голову, вы не остались там, в этом, где упали. Вы пошли дальше, и тут первое, о чем говорит, что вы получите намного больше. Намного больше. Вам не стоит за счет этого переживать, да. Переживаний очень много. Тут малая женщинка. Да, будет ваш рост. Вам нельзя опять внимание обращать на,
Скорее всего, ворвется в вашу жизнь мужчина что-то выговорить или себя показать в лице, что он круче вас в чем-то. Или что у него все в жизни хорошо, хотя так не является. Вам ничего перед этим мужчиной не доказывать не нужно, вообще не впутываться с ним в разговор в целом. Представьте, что он это привидение, да, что его нету, что ты показалось, да, что дух это какой-то просто. Старайтесь его выпускать из головы. И вот смотрите, после момента того, как человек появится в вашей жизни, что-то выяснять или даст о себе знать, я вам сразу скажу, сразу же после этого момента появится в вашей жизни какая-то женщина. Это, скорее всего, старше вас женщина, чужая женщина, не из вашего круга. Не родственная душа, не какая-то, именно женщина. Женщина, она при авторитете или при каких-то возможностях. Но одну из возможностей она вам даст. Или, да, вот как за руку проведет, куда-то подскажет что-то. Женщина старше вас, имейте в виду. Сразу же после вот какого-то негодования с этим мужчиной, да, или же человек как-то вот этот мужчина объявится к вам, после этого сразу же объявится эта женщина. Но вам, чтобы появилась эта женщина, вам нужно этого мужчину не брать всерьез, как выпустить из головы, или лучше всего, если даже человек будет писать, вообще просто проигнорировать. Проигнорировать его сообщения, то, что он пытается вам доказать, да, здесь он... Если вы завяжетесь с ним в какой-то конфликт, дальше пойдет вот именно ситуация, показывает как хуже. Но здесь выбор в ваших руках, да? Вы понимаете, предупрежден, вот как вооружен. Вы обойдете ситуацию. Ну, скорее всего, может, вспомните расклад. Обойдете ситуацию. Здесь не только мужчина вам поможет, ой, женщина, но и мужчина. Вы знаете, здесь момент такой идет. Вы вот можете переживать о том, что вот пары, да, нет пары у вас. У вас момент пары будет парный человек, но вам нужно потерпеть, и вам нужно отбросить что-то негативное. Есть еще в пространстве вашем негатив на что-то прошлое, или прошлое не можете отпустить, переживаете по луне о чем-то. Вам не нужно вообще переживать. Вам нужно идти дальше. У вас, кстати, многое что получится в жизни. Но вот что единственное вам мешает в жизни, это страхи ваши. Сомнения какие-то. Отбросьте страхи и сомнения. Идите. Идите, дверь открыта. Знаете, вот тут так показана еще картинка, да, когда человек вот принимает эти страхи, вот хочется сказать, пользуется этими страхами и сомнениями, у него раз так, и вот жизнь что-то отнимает, или не получается, не двигается. Когда он раз забылся об этом, сразу вот какое-то опять движение. Потом опять в эти страхи, опять не двигается. Да, здесь могут быть даже как заработки. Я добиваюсь, я работаю, вроде получается, но не получается. Да, но вот как-то постепенненько двигается, но вот как-то не приносит это. Или я ничего, да, или я не удовлетворена своей, там, не знаю, материальной жизнью, здесь материальные источники, доходами. Я не удовлетворена чувствами. Вам здесь нужно просто не думать ни о чувствах, ни о деньгах. Просто идти и делать. А прошлое тут именно показывает, что есть оно, и оно мешает вам. Мешает. Здесь показывают, что вы вот идете на помощь, но у вас вот дырочка на штанах, да, вот на штанах, на юбке, неважно, в плане того, что это показывает о том, что вы себе потом подумаете или вообще не думаете, а кому-то идете и помогаете, причем так, как хотели бы, чтобы помогли вам.
о себе не думая. Если вы помогаете кому-то, да, пожалуйста, конечно, но вы о себе не забывайте. О себе в первую очередь. И вот просто поймите одну такую простую истину, что все, к чему вы начинаете относиться спокойно, оно просто перестает вами управлять. Именно управлять. Здесь показывает момент, что у вас все хорошо, у вас все под защитой. Вам нужно только терпение, во-первых. А во-вторых, это именно гнать в шею эти страхи и неуверенность. Эту луну. Здесь выходит солнце. И все пойдет на рост. Все упадет на рост. Улыбайтесь, кстати. Вам улыбка к лицу. Улыбка, кстати, делает прогресс у вас в жизни. Улыбка дает право вам двигаться, когда вы улыбаетесь. Знаете, у вас все начинает получаться. Улыбайтесь окружающим людям. Это не говорит о чем-то плохом, что все будут думать о том, что вы какая-то ненормальная. Нет. Это как раз-таки ненормально вот как раз ходить с кислой миной, например, на лице. Вот это ненормально. А улыбка, она еще никому не мешала. Вам идет улыбка. И будут возможности, будут сбываться мечты, будет все получаться. Здесь звезда выходит. Да, вы выходите именно. А может, и звездой кто-то популярным станет. Здесь есть момент популярности, потому что здесь сразу солнце и звезда. Да, это в первую очередь говорит о какой-то популярности. Вы можете, да, имеете однозначно что-то в себе, в чем имеете, может, талант. Да, и это вот почему не развивать? Улыбаемся и машем. И будет успех. Еще так, раз так в центр, да, звезда. Тайное, скрытое за вами. Тайное, скрытое за вами. Вы можете не доверять себе о том, что вы звезда. Да? Вот вы можете как-то, да прям уж, какая я там звезда. А вы звезда, да? Или вы можете в обществе такой видеться людям, что вы яркая и успешная женщина. Что вам все помогают. Здесь есть на дороге человек, пока мы не знаем кто, здесь показывает разбитое сердце, да, как будто человек о чем-то переживает по отношению к... Вот он переживает не о вас, у него внутри болит, но вы являетесь вот как костью в горле. Да, тут именно кто это? Выходит вот шаман, маг, да, магия. Здесь пахнет магией или вот какими-то ритуалами, вот чем-то, да, прям под звездой. Где-то потиху, вот именно потиху, под звездой, да, вы вот смотрите вперед, а вот около вас вот кружится какая-то магия. Опять-таки я говорю, а тут защита у вас. На вас пытаются влиять, или же, вы знаете, человек знает очень много, может быть, каких-то практик, которыми лично сам умеет пользоваться. Но вот он раз на вас, а не получается. А кто это? Кто это? Кто это? Человек постоянно в каких-то движениях. Здесь показывает давно. То есть это давний человек. Вы знаете этого человека уже давно. Периодическое влияние. Но здесь такое влияние, когда хочется вам помешать.
Здесь человек вот как обрывал ваши пути, дороги. У вас, кстати, какая-то дорога могла важная остановиться из-за него. Вы куда-то ехали, собирались, и раз, бац, отменили рейс. Вот здесь могло влиять. Знаете, часто, когда начинают влиять, когда пробои. Поэтому пользуйтесь. Я, оставляю в телеграм-канале, уже прикрепила именно чистку. Чистку, защиту. Пользуйтесь. Можете посетить, например, мастеров, кто занимается чистками. Можете самостоятельно. Перейдите в телеграм-канал. Ссылочка под видео находится на телеграм-канал. Открытый телеграм-канал. И там все это есть. В закрепленных. Но вот здесь уже есть защита. Просто пользуйтесь этим регулярно. Спрашиваю, когда эта женщина сейчас уйдет. Почему-то показывает, что она уйдет, на ее место приходит другая, но вас уже касаться это не будет. То есть это уже пожилая, может быть, женщина или в возрасте женщина. Эта женщина уйдет из жизни, но у нее кто-то есть ведущий. Но это не говорит о том, что этот кто-то будет на вас воздействовать. Конкретно я говорила о том, что эта женщина на вас воздействовала, и она уйдет из вашей жизни. Здесь, знаете, вот тут человек не чистил свою карму. Человек... Именно здесь внутри что-то болит. С человека, из этой женщины льется яд. Этот яд передастся просто кому-то, да, по ее линии. Дочерям, внукам. Вот тут именно какая-то линия, да, именно по роду. То есть, скорее всего, она кому-то это все отдаст. Кто-то будет мучиться тоже, но здесь человек и будет скорее заниматься чем-то. Или одиночкой будет. Часто женщины, ведьмы, вот эта вот женщина, она одинока, очень одинока. В душе тоска, и вот хочется сказать что-то такое, когда человека сломали. И вдоль и поперек, да, человек вот внутри сломлен, поэтому человек шел на те отчаяния. Именно какие-то ритуалы и так далее. Это уже давно человек один. И, кстати, за вами может быть какая-то или слежка, или где-то видит изредка, да, вас. Но человек не то, что делает, может быть, ритуалы, да, он даже просто проговаривает какие-то определенные слова, которые на вас могут воздействовать. Но опять-таки сейчас у вас какая-то защита. Это вот как будто бы летит, но раз так и вот отбрасывается, да, то есть скорее... Есть что-то у вас. Может быть, черный агат носите, может, зеркальце носите, а может, красную ниточку на левом запястье, а может, чиститесь постоянно. Здесь может быть у вас что-то такое, может, талисман есть, родовой оберег. Так. Тайна за вами. Тайна заключается в открытии пути. Вы еще об этом не знаете. Благодаря какой-то вашей доброте, вашей какой-то вот именно, знаете, вот тут могут люди просить помощь, например, да, здесь какая-то отзывчивость. Но я говорю, помощь вы рады давать, я это вижу, но не забывайте в этот момент тоже о себе. Все ли, как говорится, носочки у вас залатаны, да, прежде чем давать эту помощь. Вот. Сначала себе помогите, а потом другим. Но опять-таки за ваше какое-то сердце. Здесь я вижу именно это скрыто сейчас.
но будет открыто потом. Через близких людей будут приятные новости. Или же близкие, это знаете еще какие могут быть? Близкая даже подруга. Или вот хочется сюда сказать слово люди, которые близки вам. По духу даже. Но через них будет какая-то новость. Новость, вот хочется сказать, вот как даже какое-то сюда подходит слово, не просто новость, а ошеломляющая, да, та, которая в какой-то степени для вас шокирующая, или же вы об этом будете, когда узнаете, как удивление у вас на лице. Но это приятная новость. Это новость связана с каким-то достатком в вашу семью, с доходами скорее. Или даже что-то в вашу семью будет, вот как привезли новый диван, да, или поставили вам новый кухонный гарнитур. Или, может быть, и выигрыш какой-то, но не обязательно здесь выигрыш. Да, вот не хватает сюда еще колеса бы фортуны. Но здесь именно такая новость, которая вас вот шокирует, удивит, но положительная. Вы даже, может, я этого и не ожидала, и уже не ждала, или даже просто мурашки по телу. Как так? Вот так вот, дорогие мои девочки, вот так вот. Здесь, кстати, вы можете узнать и о чьей-то даже беременности, но вас это тоже шокирует. Шокирует. Или кто-то женился, да, кто-то вышел замуж. Оеньки, аеньки, а к вам тут на знакомство, а к вам тут с подарком, а к вам тут сюрпризом мужчина заявится. Не сейчас, дорогие мои, а после вашей какой-то трансформации, удаления страхов, помните, и неуверенности. Вот дальше это, аж дальше, не сейчас. Мужчина волевой. Почему-то здесь идет слово военная форма. Военная форма. Или действия, связанные с чем-то боевым, где что-то происходит. Но я не хочу никого здесь пугать. Здесь момент идет, да, это может быть даже какой-то ажиотаж, паника. Это может быть вообще другая картинка идет из потока, когда горит костер. Когда вы увидите, что где-то горит костер. Огни, свечи, ночное время суток, вечернее время суток, темно или уже к вечеру идет, да, уже как это подходит к вечеру, уже так понемногу стихает вот этот свет и темнее становится, вот какое-то такое, но и не ночь тоже, опять-таки, может быть, но может у кого-то и ночь проиграться. Вот здесь вот человек какой-то. Давайте так скажем, что не только здесь военное может вообще иметь место быть в форме какой-то, погоном каким-то, расставанием каким-то. Здесь могут быть разговоры, а кто-то с кем-то расстался. И после, да, подруга вам пожаловалась, что они расходятся, а проходит какое-то время, а вы наоборот, с кем-то познакомились. Тут, знаете, такое удивление идет. Я думаю, здесь даже вот люди будут, которые вспомнят расклад. Вот эти вот части у вас, да, вот можете стоять сейчас посудку намывать или борщ варить, но готовить. Но половина информации однозначно выпала из вашего уха. Из вашего «да», а для кого, кому надо, другая информация вошла. Потому что здесь вы не всю информацию уловили, и не нужно перематывать видео назад и пытаться поймать информацию. Значит, она не была для вас. Бывает, на самом деле, даже читаешь книгу и видишь фигу, а потом уже дальше идешь, и раз, и информация ухватывается. Вот это, которая ухватывается, это и есть именно ваша информация. Пусть это видео или книги, неважно. Вот тут, скорее всего, из расклада вы не все слушали внимательно.
И, скорее всего, это и не было вашим. А что у вас услышалось, то и было вашим. Здесь показывает мужчина, вот как будто бы вы садитесь и едете. Да? Колеса крутятся. То есть вы куда-то скорее поедете с этим мужчиной. Может быть, кстати, поездка не просто поездка, да, человек пригласил в поездку. Куда-то вы отправитесь. У меня показывают инициалы L, буква L, и это латинская L. Но опять-таки, если мы возьмем ее, перевернем, это будет и кириллица L. Далее, здесь показывают что-то связанное с синим цветом, синие штаны, синие джинсы. Имейте в виду эти знаки. Не нужно их записывать. Голова запишет. Кому-то стоило услышать про джинсы, кому-то нет. Это я, например, говорю. Я вам скажу, в вашей жизни начнут происходить именно вот что и скрыто. Действия таким образом, как вам покажется, ненормальным в хорошем смысле. Магическом, да? Вот как аномалии какие-то или полтергейст какой-то. У кого-то здесь может быть проходить та информация, слово, может быть, кто-то понимает, что такое дежавю. Вот момент дежавю есть момент того, что вам пора бы отпустить. О чем-то вы думаете в прошлом. И это прошлое не позитивное, а негативное. Но могут быть моменты, что раньше когда-то было хорошо то-то, что-то в прошлом, а сейчас плохо. Это тоже нужно отпускать. И об этом вообще думать нельзя, о таких вещах. Да? Когда человек особенно в это погружается, что раньше лучше было, нежели сейчас, у него начинает оттягиваться момент и становиться хуже. Нельзя. И вот здесь момент дежавю, о чем он говорит, то, что выпусти это прошлое. Дежавю – это то состояние, когда вы что-то делаете, например, или просто где-то находитесь, и такое чувство у вас всплывает, что это в вашей жизни когда-то вот точно так же было. Это миг. Это прям миговое такое состояние, буквально несколько секундное. Вот прям так же я ложила руку, да, на стол, и также стояла кружка, и вот точно такого же цвета была кружка, как будто бы вот этот сюжетик, вот это мгновение, да, уже когда-то был в вашей жизни. Кстати, вчера в раскладе это шло тоже слово дежавю, но я не все произношу. На самом деле, да, вот даже женщина написала, что вы вот как будто бы что-то скрываете. Я не скрываю, потому что когда идет информация из карт и еще поток, вообще теоретически я могла бы сейчас убрать карты, да, и сидеть вам сейчас говорить, что льется из потока. Но карты есть момент того, что вы сейчас визуально видите. Второе, мы делаем коррекцию, да, если что-то не так, мы корректируем. Картами можно корректировать. Но плюс еще очень сильно помогает поток, слова. Иногда бывают сыпятся маты, иногда бывает вас много смотрит, у каждого разная энергия. Но сейчас сошлись сейчас именно в этот миг, в этот момент, на этот расклад те, у кого именно та же самая энергия. Вы заметили, даже иногда голос меняется в раскладах. Вообще не я, да, в этом раскладе. То есть это идет так. И не от меня это идет через меня. И вот когда вы это начинаете слушать, это вы. Ну, обязательно, конечно же, мы смотрим портрет, если с вами проигрывает портрет. Потому что это очень важно. Если портрет не подходит, лучше пересмотрите другие какие-то, ткните именно. Не специально выбирать, ткните видео любое. На нашем канале или канале других тарологов ткните просто. Вот там больше будет, да, информации как раз-таки для вас, если портрет не сходится. Поэтому важно, конечно же, послушать портрет. В большей степени, если проигрывается, то продолжаем смотреть, да, вот так вот. Так, опа, оп.
тайная злость, негодование. Ой, от кого? Дорогие, вот смотрите. Отсюда веет ветром какого-то неустойчивой психики человека. Да, человек, причем показывает вам язык, а вы на это можете реагировать. Это в какой-то степени человек, который может манипулировать, человек, который может... Это уже взрослый человек, но ведет себя незрело. И здесь показывают, что он ненормален, а вы можете... Например, он псих, просто не в больнице, не в палате номер 6, а на свободе. Да, и человек показывает вам, например, язык, или вот как-то пытается вас выводить на эмоции, провоцируя, например. А вы реагируете. Женщина это. Это женщина. Вы конкурентка. Тут скрывается доля зависти в вашей внешности. Но и не только внешности, здесь еще идет внутреннее. Также здесь момент ресурса. Здесь может или идти. Или вы, на вас красивая одежда, вам все идет, да вы вся такая классная. Но здесь идет злость. И здесь идет вот как какой-то один в один. Да? Я копирую ее. Здесь, скорее всего, женщина пытается на вас походить, копировать вас, волосы, здесь момент даже цвета волос, вплоть до того, или же пытается как-то стать намного лучше, перешагнуть вас, переплюнуть вас в чем-то, во внешних данных. Второе, здесь человек может, вот знаете, подкалывать или провоцировать вас, а вы на это реагировать можете. Или даже она оденет что-то похожее, что у вас есть, вам внутри становится неприятно. То есть это уже реакция ваша на нее. Забейте гол, как говорится. Забейте на нее, просто не обращайте внимания. Нельзя вам, вот как доктор прописал, нельзя вам иметь страхи, неуверенность и реагировать на провокации. Ну, мало ли, да, вот. А вот представьте, вы в психбольнице, да, это же больные люди. Представьте, что все психи. Да, так давайте возьмем, чтобы легче стало, если вокруг вас шакалы и волки. Представьте, что это все психи. Стоит ли слушать их вообще мнение, прислушиваться к их мнению? А тем более, да, нормальные, адекватные, здоровые люди, а тем более успешные или красивые, или которые знают себе цену, они никогда не будут кому-то казить жизнь. Вот здесь именно такое ущербное создание, да, вот можно так это назвать, этого человека. Тем более здесь на самом деле речь идет о какой-то глупости, незрелости, как у ребенка. Вам не стоит обращать внимание, вам важно сохранить свое. Тем самым, да, когда вы перестаете внимание обращать на таких триггеров, на таких людей, у вас больше в жизни получается. Так, дальше. Да, здесь момент идет обнуления. Ну вот вы сейчас... У меня сидят на канале, я вот говорю, не глупые люди. Совершенно, да, очень хорошо, разборчиво понимают знаки, понимают вообще в целом ситуацию. И здесь сразу говорю, вы, скорее всего, вслушаетесь даже в данный расклад, о чем здесь речь, и о чем здесь самое главное, выводящая, да, тема. Вернее, вот как доктор прописал.
И, скорее всего, вот поэтому-то и пойдете, потому что здесь обнуление идет. Все. То есть по-другому. С чистого листа. Иначе. Или иначе, совершенно иначе. Не просто иначе, а совершенно иначе. Здесь выходит дама пентаклевая, да, это в ресурс, в плюс. Вы выходите в плюс. Хочется сказать, правильно делаешь, ты на правильном пути. Правильно. Что еще тайное скрыто? Рост, ваш рост. Причем поначалу вам будет, да, вернее, казаться, да, что дорога тяжелая, но чтобы получить что-то большое, оно никогда, поверьте, не дается с легкостью. Это может быть только кажется, что оно дается с легкостью. Жизнь – это не лотерея. Тайна, скрытая за вами, какие-то тайны в вашей семье есть. Или ваших родственников. А что это за тайна? Ну-ка. Ну, здесь не то, что тайны. Люди видят в вас перспективы. Что вы пойдете далеко. Вот, как говорится, в плюс. Также говорят, что таланты вы свои закопали или же не видите своих талантов. Вам бы ими воспользоваться, а вы пойдете в плюс. Здесь родственники об этом говорят, но они вам об этом могут не говорить или уже задолбались говорить. Может, даже кто-то из родственников говорил, что у вас хороший голос, вы умеете хорошо петь и видят вас на сцене. А вы говорите, да ну нафиг, ты о чем, вообще гонишь, что ли? Нет, вот здесь именно так. Но здесь уже об этом речи нет. Они не говорят об этом, но они об этом постоянно думают. Я говорю, у вас победа будет. Ну, где будет победа, там будут, кстати, и враги. А враги, окажутся, это самые близкие люди. Вот так вот. Какие-то манипуляторы извне. Да и пусть наказание им будет. Знаете, вот я вот говорю, вот достал меч, от него и погибнешь, не зря вот эта вот фраза. С другой стороны, здесь момент того, что вообще все работает настолько легко, что иногда мы себе усложняем дорогу, когда мы накручиваем очень много мыслей, а все работает намного проще. На самом деле, но работа с сознанием, с подсознанием, да, это сложная работа, но если вы, я думаю, вы понимаете, мои зрители понимают, о чем идет речь. Я думаю, вы четко понимаете о том, что проще вообще отпустить на самом деле. Бывает, люди держат этот комок. Те люди, которые держат это зло, у них в жизни ничего никогда не получится. Вот просто поверьте мне. Или будут постоянно проблемы, или проблемы со здоровьем, или проблемы в семье, в деньгах и так далее. Ресурсы, все каналы начинают блокироваться самим же собой. Есть у меня колода моя авторская, сундук ведьмы. Вот там есть самонастрой и самосглаз. Вот это что-то сюда похожее. Вот помните об этих двух картах? Да, что есть самое тоже и неприятное. Бывает, не кто-то даже посылает порчу, а просто мы сами к себе это притягиваем. Есть такая очень хорошая практика. Кстати, будет, смотрите, сразу говорю, наказание какое-то. Вот тем людям, которые будут вам мешать. А вы идите, вы просто идите. Вы просто идите и не обращайте внимания. Собаки лают, караван идет. Вот прям сюда в карту, да, это очень сильно подходит. Собаки лают, караван идет. А вы идите, и будет у вас счастье. Вот. А кто лезет, будет воздаваться по заслугам. Есть такая практика, попробуйте ее сделать. Вот перед сном, желательно, чем чаще, тем лучше проговаривать. А можно и каждый день, а можете раз в месяц, а можете раз в неделю. Неважно. Перед сном скажите такую фразу. Я верю, что завтра со мной произойдет что-то чудесное. А утром, когда проснетесь, скажите, я верю, что сегодня со мной случится что-то удивительное. Вы можете написать себе на листочек, положить это под подушку и постоянно это проговаривать.
вы увидите просто, какая же это чудесная практика. Простая. Вот я вам говорю всегда все подручные и эффективные средства, которые очень хороши. Можете использовать и несколько, да, именно каких-то практик, аффирмации, например. И вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Это настолько просто и сильно, что сами начнете замечать, как в вашей жизни получается, как в вашей жизни удается каким-то волшебным образом. Вот именно у вас глаза и без того, да, вот будут округляться, когда вы будете просто, я вот доношу, уже всем стучу прям, да, чтобы люди попробовали. Ну, я знаю, что многие из вас пробуют эти практики, но до кого вот не доходит, еще говорю, постарайтесь просто перейти к чему-то такому легкому, простому, и то, что реально эффективно работает. Вот такой вот был у нас сегодня расклад, и спасибо всем, кто был на данном видеораскладе, и до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.